Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе. 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкили. Сегодня вторник, 30 апреля. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части выпуска мы поговорим с Алексеем Тулбери, политическим комментатором, о планах пророссийских партий и политиков на референдум по вопросам европейской интеграции и о планах на президентские выборы. Во второй части мы поговорим с Петром Маковеем, главой Ассоциации независимой прессы Молдовы, о дезинформации на гагаузском телевидении и грозит ли ГРТ лишение лицензии. В третьей части мы поговорим с Сергеем Даниловым, заместителем директора Центра ближневосточных исследований Украины, об участившихся атаках России на мирные города Украины и предстоящем саммите мира. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить, или продолжить разговор и обсуждение, скажем, того, что происходит на левом фланге политическом Республики Молдова в контексте того самого мероприятия, которое прошло в Москве, где был инициирован этот блок «Политический Победа» под руководством беглого олигарха Илона Шора, и как это вообще может поменять ситуацию на левом фланге в преддверии президентских выборов и референдума. Я предлагаю поговорить с Алексеем Тулбери, политическим комментатором и соведущим программы «Триггер» на журнал ТВ. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Как это инерция, инерционно эти волны продолжают доходить и на этой неделе. Многие обсуждают это в том числе. Хотел бы с вами обсудить вообще это событие, что это вообще значит для левого фланга и как это может его переформатировать, если может, каким-то образом. Как вы расцениваете вообще это мероприятие? Для чего оно было сделано в Москве, с вашей точки зрения? Знаете, я довольно много лет наблюдаю политику Российской Федерации в отношении Молдовы и очень редко видел какие-то очень такие удачные ходы или мудрые, глубокие решения, которые действительно были нацелены бы на какой-то результат. Не говорю уже, так сказать, взаимовыгодный, но хотя бы выгодной России. Зачастую или почти всегда мне казались эти решения, эти подходы какими-то линейными, непродуманными и свидетельствующими об отсутствии вот такого осмысленного подхода. И вот съезд, который имел место, это моя интерпретация того, что произошло. Съезд, который имел место в Москве, стоит в этом же ряду не очень, каких-то, чтобы не использовать сильные слова, непродуманных решений Кремля, который ставит очень серьезные задачи в отношении Молдовы. Поменять политическую повестку, остановить европейскую интеграцию, победить на выборах, референдум свести на нет, и победить на выборах и президентских, но важнее всего на парламентских и так далее. И вот происходит некое событие в Москве. Понятно, что это все в координации с Кремлем, с российскими войсками, да, и войсками тоже. Оговорочка. Очень с российскими властями все это произошло. И что дает повод и общественности в Молдове, но и властям, значит, воспринимать все это как организованные враждебные действия, направленные против Республики Молдова. Потому что мы видим, что все эти мероприятия спонсоризируются Кремлем. И, в общем, у Кремля, он сам сформулировал эти задачи. Либо прорваться Южным коридором до Приднестровья, что означал бы конец и Молдове, не только Приднестровью, либо
через гибридные какие-то усилия, действия, сместить правительство проевропейское, установить свое, оставить Молдову под контролем Москвы. Вот такая открытость, вот такие прямолинейные открытые действия, демонстративно открытые действия, прокремлевские, какой-то части политического спектра дают повод Молдове предпринимать совершенно конкретные меры для защиты. Я думаю, что в отношении людей, которые организовали этот съезд, будут предприняты усилия для того, чтобы они не участвовали в выборах. Я объясню, почему я считаю, что эти усилия должны быть предприняты. Эти люди, об этом сказал Шор открыто, не любят, не поддерживают европейский курс. Молдова поддерживает Россию, СНГ и Евразийский союз. Ну, я буквально процитировал Шора. Что такое Европейский союз? Европейский союз — это демократия, права человека, транспарентность, благополучие, независимые суды там, и так далее. Пресса. Что такое Россия? Что такое таможенный союз там, и так далее? Это то, что мы видим сегодня в России. Свертывание демократии, репрессии, человеческие права или права человека называется человекобесием. Человек должен быть пришиблен, должен быть скромен и не, так сказать, не впадать в грех гордости там, и дерзости. Вот это звучало с высоких амвонов, в том числе церковных и так далее, вполне разделяются Кремлем, то, что Россия вышла из Совета Европы, который как раз права человека продвигает. То есть эти люди не любят демократию, но хотят в условиях демократии участвовать в демократических процедурах. Вот в этом я вижу какую-то ненормальность. То есть ты не любишь демократию, но ты хочешь участвовать в демократическом упражнении. В Молдове это демократические упражнения. Мы, несмотря ни на что, несмотря на Плохотнюка и других, мы сохранили вот это вот титул электоральной демократии. У нас выборы худо-бедно, значит, все 30 лет проводились в соответствии со стандартами и нормами. Если бы нет, то мы бы и не избавились от этого Плохотнюка. Он пытался и выборы, значит, профанировать. Ему частично это удалось, но не до конца. Поэтому, значит, люди выступают против фундаментальных ценностей, общечеловеческих. Потому что вот эти европейские ценности, можно назвать их европейскими, а можно общечеловеческими. Да. И в то же самое время хотят, значит, во всем этом участвовать, чтобы к ним, так сказать, какие-то меры не были предприняты и так далее. Поэтому я считаю, что это какой-то идиотизм такой молдавской или российского направления в отношении Молдовы. Вот то, что они сделали. Ну, идиотизм, который нам дает возможность все это правильно расценивать и как-то правильно на это реагировать. Я как-то в связи с этим съездом, они же это съездом называют, конгресс, по созданию, заявил, что у нас уже был один съезд победителей. Правда, аналогии очень натянутые, потому что и масштаб мероприятий, и контекст там был совершенно другой. Это 1934 год, СССР, съезд ВКПБ, партии большевиков. И он назывался съездом победителей, потому что у нас там съезде было констатировано в основном завершение индустриализации страны или первого этапа индустриализации. Завершилась первая пятилетка и так далее. То есть это считалось победой. В основном, как говорилось в материалах съезда, значит, социализм на первом этапе в СССР был построен. Там следовали другие этапы, но вот были победные реляции. Половина из этих людей были репрессированы. Там было около 2000 делегатов, большинство из которых были расстреляны. Я не хочу проводить аналогии, но я обратил внимание на то, что буквально на следующий день после съезда
все эти делегаты прилетели в молдавский, в Кишинев, в аэропорт. И вы видели, что в отношении них произошло. Это интерпретируется по-разному, но я не согласен с теми, которые говорят, что эти люди не нарушили ничего. Они завозили какие-то суммы, которые были меньше того порога, который позволяет не декларировать завозимую валюту. Да, но если завозят, целый самолет завозит вот эти суммы, которые на несколько долларов меньше необходимого порога, и это не они их деньги. все из одного места прилетели. Да. И мы знаем, что это те пути, по которым завозятся деньги в Молдову. У правоохранительных органов Молдовы было право и основание для того, чтобы этих людей обыскать, спросить, откуда деньги, и даже конфисковать эти деньги до полного разъяснения ситуации. Сейчас же, значит, идут уголовные дела по поводу незаконного финансирования. Вот наша часто обсуждаемая госпожа Гуцул, наконец-то ее дело передано в суд. Она как раз занималась, еще до того, как стала кандидатом, занималась вот приемкой этих денег, привозом этих денег, распределением этих денег и так далее. Вот было бы интересно следить за этим процессом, чтобы узнавать, как это все происходило. Поэтому, повторяю, я считаю, что у Молдовы есть все основания сопротивляться активно участию вот этих прокремлевских сил в демократическом упражнении, потому что они демократию не признают, не любят демократию. Они любят то, что происходит в России, там демократии нет. Ну и я не исключаю анекдот или повторение ситуации, когда невозможность участия вот этого блока Победы или в какой форме они будут участвовать на выборах, значит, создаст благоприятные условия для другой политической силы, тоже пророссийской, но не настолько одиозной, скажем, не настолько токсичной. Я говорю о партии социалистов. Кстати, да, вот я об этом слышу. Партия социалистов, она просто возродилась на этих технологиях. В 2014 году была снята партия Усатова, которая лидировала на левом фланге. И все голоса перешли к социалистам, которые барахтались под порогом прохождения в парламенте. Они заняли первое место. Вот сейчас мы можем получить тот же эффект, что социалисты не просто сохранят второе место, они довольно популярны и сегодня, но даже могут значительно улучшить свои показатели. И вопрос тут будет следующим. Они пройдут в парламент, они будут сотрудничать с проевропейской ПАС или не будут сотрудничать с проевропейской ПАС. Ну, в общем, у них есть опыт взаимодействия, 2019 год, так что предпосылки к этому какие-то есть. Но, повторяю, вот то, что произошло в Москве, очень дает повод для многих рассуждений и, возможно, несколько сценариев развития событий. У вас есть понимание того, что они собираются делать, скажем так, на предстоящих выборах и на предстоящем референдуме? Да, абсолютное понимание. Я наблюдаю их вот уже 9 лет, с 2015 года. Они делали каждый год и каждый раз одно и то же. Вы имеете в виду Кремль или кого вы имеете в виду? Их, под словом их? Я понял, их шоровцев или Кремль. Ну да, я имею в виду в широком смысле Кремль. Да, в широком смысле Кремль. Ну, в общем, они будут, если говорить о шоровцах, они будут делать то, что делали всегда, потому что другое они делать не могут. Они будут вкачивать в политический процесс огромное количество денег на подкуп избирателей, лидеров общественного мнения, местных избранников и так далее. Вот сейчас публикуются высказывания свидетеля, выступающего по вопросам коррупции политической, где он говорит: 15 минут позора, и ты миллионер. Они там, значит, на севере
уговаривали какого-то мэра перейти... Примара Окница, по-моему, да. Окница, совершенно верно, в Окнице, да. 15 минут позора, и ты миллионер. Начали с 5 тысяч, дошли до 50 тысяч там, и так далее. Вот они этим будут заниматься. Россия, естественно, будет поддерживать эти силы. Они наверняка не будут класть яйца в одну корзину, будут поддерживать и Шора, наверное, и социалистов, еще каких-то участников политического процесса. Но, повторяю, огромные суммы будут вкачаны в Молдову для вот попыток поменять политическую повестку, поддержку вот этих прокремлевских сил. Естественно, Кремль будет и пропагандистски поддерживать эти силы. Мы об этом говорили с вами ранее, что это парадоксальная ситуация. Молдова уже второй год, два года с чем-то прошло с начала войны. Война вот она за речкой, практически за Днестром. Мы все видим, мы все понимаем, кто агрессор, кто жертва, кто виноват и так далее. Тем не менее, у нас остается очень большое количество тех людей, которые Путина поддерживают и так далее. То есть пропаганда работает. Работает пропаганда. Мы одна из тех стран, которая огромными объемами потребляли на протяжении десятилетий вот этот контент на русском языке, который приходил из Москвы. Он был разный, но вот новостной, информационный, аналитический контент, он сформировал определенное мировоззрение, определенное видение мира очень большого количества людей. Мы проводили исследования с коллегами, и мы, значит, выяснили, что вот этот раскол идет не по этническим показателям, не по этническим индикаторам, а по языковым. Очень много молдаван, которые идентифицируют себя как молдаване или как румыны даже, но румыны в меньшей степени, как раз вот молдаване, они потребляют информацию на русском языке из вот известных московских источников. То есть это все будет, эта работа будет продолжаться, и вот тут тоже есть огромная опасность. И последний вопрос. Что для них важнее? Я имею в виду для Кремля, да, в данном случае. Потому что так и непонятно, кто будет кандидатом на выборах президента. Исходя из этого, у меня такой вопрос. Для них важнее выиграть выборы президента или для них важнее, чтобы не прошел референдум или сорвать референдум? Потому что если они хотят сорвать референдум, то, скорее всего, логично было бы, но это, опять же, моя логика, да, то есть им не выставлять никакого кандидата, чтобы их избиратель не шел на выборы, соответственно, на референдум. И чтобы снизить явку, да, в этом случае. Как вы это видите? Знаете, я считаю, что срыв референдума – это не катастрофа, но в пропагандистском плане это огромный плюс для Кремля. Конечно, они на этом будут строить свои кампании антимолдавские, антиевропейские. И опять же, что значит срыв с их точки зрения? Да? Потому что одна треть для явки на референдум – это не такая уж сложная задача, она может быть обеспечена. Да? Что с их точки зрения срыв, как вы думаете? Ну, это очевидно. Либо нет 1/3, либо 1/3 есть, но нет половины, плюс одного из тех, кто участвовал. Вот это вот проигрыш. Если референдум все-таки состоится и большинство скажет «да», то тут начнется соревнование, конкуренция нарративов. Ну, это всегда так было. Значит, сторонники проевропейского пути будут говорить, что мы выиграли, противник будет говорить, что это провал и так далее. Это все понятно. Есть другой аспект, я тут закончу. Если выборы президентские все-таки важны вот в этом конкретном нашем политическом контексте. Почему? Потому что именно Майя Санду, она реальный лидер ПАС. Она президент без полномочий, но как политический игрок она единственный лидер. И если этот единственный лидер, если его вышибут из седла, извините меня за эти, так сказать, метафоры, да,
то это будет большая проблема для ПАСа. Майя Санду в роли президента – это огромное подспорье моральное и политическое для ПАСа, в котором нет других лидеров, просто их там нету, понимаете? И в перспективе парламентских выборов 2025 это очень важно. Поэтому и референдум важен для Кремля, и для нас, для всех. И результат президентских выборов также очень важны. Поэтому будут идти. Какова будет их тактика, извините, я честно затрудняюсь. Воронин сказал, что будут бойкотировать, пока остальные все помалкивают, так сказать, в этом смысле. Господин Тулбур, я благодарю, что вы нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации вокруг ГРТ. Координационный совет вынес штраф в отношении общественной телерадиокомпании ГРТ за распространение дезинформации. Впервые в Республике Молдова компания санкционируется за распространение дезинформации. О том, что это значит и как может развиваться ситуация дальше, я предлагаю поговорить с директором, исполнительным директором Ассоциации независимой прессы Молдовы Петром Маковеем. Петру, приветствую вас. Добрый день. Ну, как вы расцениваете? Мы с вами неоднократно, господин Маковей, обсуждали у нас в эфире ситуацию вокруг ГРТ, и вот Координационный совет, Совет по телевидению и радио, извините, да, Совет по телевидению и радио, он давно уже не координационный, просто совет, вынес штраф. Что это означает? Причем по такому важному, скажем так, обвинению, если так можно сказать, и впервые в истории Республики Молдова. Ну, к сожалению, то, о чем мы с вами говорили, что ситуация ухудшается, это еще раз подтверждает это решение Совета по телевидению и радио. Это не только впервые. Удручает то, что впервые и под это подпадает публичный радиовещатель. Их двое у нас в стране, национальный и региональный. И вот региональный радиовещатель, который содержится за публичные деньги всех налогоплательщиков Гагаузии. И не только, потому что из национального бюджета тоже идут какие-то трансферты, и они используются в том числе на содержание публичного радиовещателя. Вот именно за деньги радиовещателя какая-то группа людей предпочитает заниматься распространением дезинформации. Напомню, понятие дезинформация было введено в наше законодательство не так давно. Очень долго разрабатывалась методология мониторинга телевидения и радиостанций относительно этой нормы, новой нормы в нашем законодательстве. И вот такая ситуация, о которой вы сказали, два радиовещателя из Гагаузской автономии оштрафованы на общую сумму в 100 тысяч леев. Это большая сумма, особенно для региональных, для маленьких телевидений. Это вообще очень огромное давление на бюджет. Но я прошу отметить и вас, и тех, которые нас слушают и видят сейчас, людей из Гагаузии не только, что, опять же, за публичные деньги какая-то группа людей распространяет ложь и дезинформацию относительно всего того, что происходит в нашей стране, в мире, в Гагаузской автономии. Я видел этот отчет. Да. Я знаю автора этого отчета, Анету Гонца. Это одна из лучших эксперток нашей страны, которую ни в коем случае нельзя обвинить в каком-то политическом пристрастии или в пристрастности. Как раз это является одним из самых беспристрастных медиаэкспертов нашей страны. И то, что я читал и слышал в некоторых телеграм-каналах, в том числе из Гагаузии, как они начали обвинять эту экспертку во всех грехах, это, конечно же, не делает им чести, потому что это, повторюсь, это одна из лучших наших эксперток, и я очень рад, что именно она работает в такой важной организации, какой является Совет по телевидению и радио. Я читал этот отчет, да. И он удручает. Если читать все те случаи и все те нарративы, которые распространялись на публичном телевидении,
то складывается впечатление, что речь вообще идет даже не о каком-то частном телевидении, что речь идет о каком-то пророссийском или каком-то механизме, или даже российском, частью российской пропаганды. Да. Потому что редакционная политика, нынешняя редакционная политика публичного телевидения ГРТ в Камрате, она очень сильно напоминает редакционную политику некоторых телеканалов, рупоров прокремлевской пропаганды. И это, конечно же, очень удручает и очень прискорбно. Хорошо, тут я не знаю, кто, ну, понятно, кто, да, обвиняет в предвзятости и так далее, и понятно, зачем они это делают, но у тех, кто как бы не находится под влиянием и воздействием российской пропаганды и не зависит от конвертов, которые приходят из посольства Российской Федерации, возникает другой вопрос: доколе вообще все это можно терпеть? И там как бы уже давно было понятно, что этот ресурс, к сожалению, стал таким инструментом по продвижению агрессивной пропаганды против Республики Молдова. Я вот, если позволите, буквально возьму, ну, такую предысторию расскажу. Я говорил с одним членом из Совета по телевидению и радио, потому что здесь распространяется, скажем, информация о том, что якобы кишиневские власти хотят отобрать лицензию. И я спросил, как бы, позвонил и спросил вообще, в какой ситуации может быть отобрана лицензия. Мне сказали, ну, смотрите, скажем, Совет по телевидению и радио не исходит из этой логики, у него нет такого фокуса. Там проводится мониторинг, один раз провели предупреждение, второй раз штраф, третий раз. Там, в общем, я так понимаю, по нарастающей идет градация санкций. И в случае, если на протяжении там нескольких раз подтверждается, это определено законодательством, подтверждается жесткое нарушение и к телевидению или радио не предпринимать никаких действий, то в этом случае могут приступить к, скажем так, лишению лицензии. И то это очень сложная процедура, есть горький опыт НИТа и так далее и тому подобное. И у меня возникает вопрос: есть ли механизмы защиты в законодательстве Республики Молдова, которые, ну, на определенном этапе, ну, просто-напросто пошли бы, не знаю, там, то, чтобы закрыть это телевидение, или что сделать для того, чтобы оно не распространялось? Потому что, очевидно, я не уверен в том, что они примут во внимание отчет, они будут продолжать делать то же самое. Что в этом случае, господин Макаев? Ну, во-первых, сами эти законодательные изменения, когда в Кодексе телевидения и радио ввели понятие дезинформация и увеличили штрафы, они как раз предполагают, что процедура рассмотрения ситуации, когда телевидение и радио распространяют дезинформацию, она упрощенная, и если ГРТ или любой другой медиаресурс, который подпадает под действие Кодекса телевидения и радио, будет распространять дезинформацию, то эта процедура, то это этапы, которые должны пройти до отнятия лицензии, они пройдут очень быстро. И я, конечно же, не приветствую, я не выступаю за то, чтобы отняли лицензию у общественного телевидения ГРТ, но люди, которые сейчас находятся у пульта, будем так говорить, ГРТ, которые руководят этой компанией, наблюдательный совет этой компании, должны для себя понять очень четкую вещь, что закон един для всех. Да. И не существует отдельных положений закона относительно гагаузской автономии, как бы этого кому-либо не хотелось. Если это телевидение будет нарушать закон Республики Молдова, то, соответственно, будут приниматься меры, соответственно, будут налагаться штрафы. И если руководство этого телевидения не будет прислушиваться и не будет выполнять эти решения, то вполне может дойти и до отмены лицензий. Я понимаю, что это чревато еще более углубленным, будем так сказать, нарративом относительно того, что Гагаузию у кого-то чего-то там лишают полномочий и так далее. Но люди Гагаузии, жители автономии должны понимать, что мы не можем, автономия не может существовать в вакууме легислативном, юридическом вакууме. Есть закон. Закон обязан выполнять все телевидения, в том числе Молдова-1,
национальные радиовещатели, в том числе ГРТ и частное телевидение. Я бы хотел обратить, Михаил, ваше внимание еще на один очень, с моей точки зрения, факт, который подтверждает то, что нынешнее руководство автономии в принципе использует этот ресурс как свою карманную платформу для распространения разного рода манипуляций. На заседании Совета по телевидению и радио, когда заслушивался этот отчет, рядом с представителями ГРТ был и представитель исполкома, который даже пытался там, хотя это вообще не его функция, исполком не имеет ничего общего по закону, и по национальному закону, и по местному закону Гагаузии, это якобы независимое телевидение с независимой редакционной политикой, но нет, представители властей хотели выступить на этом заседании, было и даже это заявление Народного собрания, о котором, я думаю, мы с вами поговорим, потому что это смешной такой текст, особенно если учитывать, что из себя представляет сейчас общественное телевидение ГРТ, во что оно превратилось именно благодаря тому, что депутаты Народного собрания позволили этому случиться через наблюдательный совет, который они делегировали, через попытки прислужить Илану Шору и его ставленнице Евгении Гуцул и так далее. То есть тот факт, что власти, нынешние власти гагаузской автономии, конечно же, они будут делать из этого попытаются сделать из этого очень большой скандал, раздуть его насколько можно широко, да, и попытаться представить эту ситуацию с ГРТ как нарушение прав журналистов, но это далеко не так. Мне все отчетливее, для меня, в моем понимании, ГРТ уже не журналистский коллектив. Нет, давно. Да, но там, да, по поводу этого заявления. Давайте, скажем так, завершим, скажем так, разъясним до конца. Во всяком случае, мне непонятно. Вы сказали, что с введением изменений в законодательство в связи с дезинформацией процедуры, все идет по ускоренной процедуре. Именно по этой статье дезинформация, процедуры более упрощенные. Если у нас есть градуальные эти штрафы и санкции, которые применяются, в случае дезинформации там изначально штраф, большой. Изначально нельзя дать им публичное порицание. Сначала изначально идет большой штраф, потом штраф еще больше, и потом можно отзывать лицензию. Хорошо, а следующий мониторинг, допустим, если он будет проводиться, он может провестись в какой период, в какие сроки? Это во власти Координационного совета по телевидению и радио. Наше понимание, исходя из того, что эта ситуация идет реальная угроза национальной безопасности страны и распространение дезинформации повторюсь, мы с этого с вами начали, на публичном радиовещателе, которые за публичные деньги, это является форс-мажорной такой ситуацией. Исходя из этого, я призываю и я надеюсь, что Совет по телевидению и радио продолжит мониторинг этого телевидения с тем, чтобы попытаться все-таки в законную колею вернуть это телевидение. Я хотел в свою очередь спросить, есть ли какая-то реакция со стороны наблюдательного совета, то, что ГРТ, то, что местные политики там что-то для себя там декларируют, это одно, а то, что делает наблюдательный совет, Михаил? Тихо, как в могиле. Это та же ситуация, что и с сигналами цензуры. Это они, если помните ситуацию, когда даже не опубликовали, даже не делали видеотрансляцию со своего заседания, то есть, к сожалению, это еще одно подтверждение того, что не существует реального публичного телевидения в гагаузской автономии. Ну, я всего лишь навсего напомню, когда одна из бывших сотрудниц ГРТ, Оксана Кихаяла, пришла на заседание наблюдательного совета и обратила внимание на то, что на ГРТ практикуется цензура, и сотрудники исполкома раздают указания, что публиковать, что не публиковать, кого приглашать, кого не приглашать. И она подала сначала заявление, потом ее пригласили на ГРТ. Один из членов ГРТ, внук председателя Народного собрания Дмитрия Константинова, Дмитрий Коса, сказал, что у него нет времени заниматься
такими вопросами. Он чуть ли Ну, деловой человек и все, понимаете. Ну, естественно, да. Чем должен заниматься наблюдательный совет ГРТ? А, Конечно, по- То есть, правильно ли я понимаю, что, опять же, да, вот вернемся к этому вопросу о лишении лицензии. Значит, вот эти поправки в связи с дезинформацией, они предусматривают какую-то особую ситуацию? Вы сказали, что вот первый штраф был, потом будет, может быть, еще один мониторинг, когда он будет решить Совет по телевидению и радио. Если он будет, и если ситуация будет той же самой, а я предполагаю, что будет то же самое, то следующий штраф уже будет еще выше. И в случае, если будет третий мониторинг и выявить то же самое, что в этом случае? Они отправляют дело в прокуратуру, что дальше? Или лишают лицензии? Ну, я не могу, к сожалению, сказать точно, опираясь на нормы закона, но однозначно налагает Совет по телевидению и радио по упрощенной схеме рассматривает эти ситуации именно как раз для таких ситуаций были введены изменения в законе с тем, чтобы нарушения, которые вредят национальной безопасности, имели ускоренное решение с тем, чтобы не подвергать жителей страны или отдельного региона более большим угрозам. Ну, посмотрим. В общем, следим за тем, как будет вести себя дальше Совет по телевидению и радио, какие меры будет предпринимать. И, наверное, последний вопрос, последнее, что хотел бы с вами обсудить, это вот это письмо. Примечательно то, что заявление Народного собрания, оно подписано только председателем Народного собрания. Насколько мне известно, на Народном собрании это заявление не голосовали, его на голосование не выносили. А какова роль председателя Народного собрания Дмитрия Константинова, мы все знаем. Это случай с Андреем Спыной, когда он ворвался в студию и фактически прервал процесс производства передачи. Кстати, фактически, еще одно доказательство того, что и Константинов, и другие нынешние руководители рассматривают ГРТ как свою подконтрольную какую-то компанию, где они могут диктовать. И это однозначно указывает на непонимание ими того, что такое общественное телевидение, как оно должно действовать и как можно на нее влиять. Тот факт, что подписал письмо только Константинов, лично для меня не удивляет меня. Я думаю, что с таким же успехом это письмо мог бы подписать Илон Шор. А как вам заявление по поводу того, что это заявление в поддержку независимой прессы, понимаете? Я однозначно уверен в том, что господин Константинов понятия не имеет, что такое независимая пресса, да. Если учитывать и те неоднократные ситуации того, как он отказывался отвечать на вопросы, когда он не пускал ваш портал и другие порталы на заседания. То есть он понятия не имеет о том, что такое независимая пресса, но, как принято в гагаузской автономии с недавних пор, люди в Народном собрании, председатель Народного собрания, Башкан Гагаузии, они являются специалистами широкого профиля, широчайшего профиля. Да. То есть они высказываются относительно вещей и сфер, которых ничего не понимают, но они любят давать указания. И вот именно потому, что кто-то указывает на то, что они творят в автономии с публичным радиовещателем, ни в какие демократические и законные нормы не лезет, то это, конечно, их раздражает. Я понимаю раздраженность господина Константинова, его начальников из Москвы, может быть, откуда-то из других частей света, но это не значит, что они могут превращать публичный радиовещатель в, извините, какую-то помойку, через которую распространяются самые грязные нарративы кремлевской пропаганды. Это противоречит закону, здравому смыслу, и я очень рад, что Совет по телевидению и радио не оставляет эту ситуацию и принимает какие-то меры. Господин Макарий, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии.
Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о предстоящей конференции или саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии. И недавно заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что мир должен принудить Россию к миру. И вообще о ситуации в Украине и политической ситуации после утверждения военной помощи Конгрессом США. Об этом мы поговорим с Сергеем Даниловым, заместителем директора Центра ближневосточных исследований из Киева. Господин Данилов, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение. Рад вас видеть, спасибо, что нашли время. Вот начну с такого вопроса. Одесса, да, недалеко от нас, чуть меньше 200 километров от того места, где я сейчас нахожусь, применила кассетные боеприпасы, причем обстреляла гражданскую инфраструктуру, в принципе, как она и постоянно делает, да, на протяжении последних 2 лет. Вот что означает ужесточение этих ракетных ударов? Мы видим, да, по периметру Харьков, каждый день находится под обстрелом, кабы применяют и так далее. Россия — это шаг отчаяния, они пытаются уловить момент до того, как придет американская помощь. Как вы это объясняете? Я думаю, это желание сломать дух, моральный дух, посеять панику. Им надо поддерживать впечатление о том, что они сюда вернутся. И они обстреливают, потому что вот готовят наступление. Это их постоянный рефрен. И я думаю, что у них работают неплохие социологи, антропологи культурные, которые считывают настроение там, в тех или иных местах. И военные действия коррелируют каким-то образом и корректируют для того, чтобы создать максимально негативную, депрессивную атмосферу. Для того, чтобы голоса о том, что давайте уже заканчивать, да, сколько можно терпеть, не отрицание, не стойкость в защите от агрессора, а пораженческие настроения должны распространяться. И именно для этого они бомбят гражданскую инфраструктуру, потом телевышки, например, да. И сами же рассказывают, что это хитрый план подготовки к наступлению. Бойтесь, уезжайте или сдавайтесь. Хорошо, а вот про то, как они считывают настроение, еще поговорим. Вот уточняющий вопрос. Вы упомянули про вышку. В Харькове было недавно, по-моему, да? Да. И там же примерно в эти же дни была информация, что они усилили обстрелы Харькова. Фактически они используют уже кабы, да, то есть их усовершенствование кабы против Харькова. И они же в это же время используют такую психологическую информационную операцию против харьковчан, чтобы они покинули город и освободили жилища. Вообще, что это значит? Как они это делают? И какова цель? И какие методы они применяют? Цель, понятно, это паника и пораженчество, обычно через социальные сети самый главный способ влияния на сейчас, поскольку у них нет телевидения, простите, у них нет радио российское не достает до Харькова, да, но есть районы, куда и достает, например, и телевидение, и радио российское. А так социальные сети плюс те из их клиентелы, те из их агентов, которые могут говорить, они это все распространяют в виде слухов. Часто используют таксистов, например, для этих целей. Людей, которые, например, ходят по базару и что-то громко говорят, да. Подобные случаи тоже неоднократно фиксировались. Но это вспомогательные инструменты. Главное — это социальные сети с тем, чтобы донести эту информацию в той интерпретации, которая им кажется выгодной. А вот обстрелы, получается, информационной инфраструктуры этой вышки, это для того, чтобы лишить Украину возможности вещать на эту территорию, я правильно понимаю? Да, и одновременно с тем, чтобы укреплять колеблющиеся в мысли о том, что наступление будет. Что это якобы часть плана наступления. Да, там еще были разговоры о том, что там другая аппаратура была на вышке. Они представляли это таким образом. Хорошо, вы говорите, что якобы наступление
вы предполагаете, что его может и не быть? Вот они просто обстреливают города для того, чтобы, ну, скажем так, заставить людей молить о пощаде, ну, если так применять такую метафору, да, то есть как бы требовать от руководства Украины переговоров, сесть за стол переговоров. То есть это основная цель или наступление не исключено? Наступление не исключено на самом деле, но, как говорят наши военные и мои друзья, которые как раз их перевели с Донецкого фронта в Сумскую и Харьковское, они там ДРГ ловят, что с той стороны нет. На сегодняшний момент нет сил для такого наступления, сил необходимых для захвата города. Не села, села они сейчас захватывают, а именно городов. Вот. Но это не означает, что эти войска могут не появиться. Могут, если они снимут с других направлений и пошлют их. Но это не ближайшие недели, скажем так. Возможно, даже не месяцы. А вот эти настроения, которые вы говорите, они считывают, как они их считывают? У них есть какая-то инфраструктура? Социологические службы российские, очевидно, не могут работать на территории России, на территории Украины. Как они считывают? Тоже через соцсети? Да, через соцсети. Они там создают, например, телеграм-канал, который может быть нейтральный, да, но к статистике они будут иметь доступ. Они под сообщением будут видеть реакции, будут видеть комментарии. Они будут видеть плачущий, радостный, там, ужас, когда это закончится. То же самое в Facebook есть инструменты на сегодняшний момент, которые анализируют Facebook. Есть инструменты, которые могут посмотреть, какие реакции, что там в ТикТоке происходит. И поэтому это главный у них индикатор, как они считывают. Саммит мира в Швейцарии. Что ожидает Украина от этого саммита? Ну, прежде всего, ожидается, что будет подтверждено наше видение того, как должна закончиться война. Дело в том, что Россия вкладывает немалые ресурсы в пропаганду того, что она ведет миролюбивую войну, как бы это ни звучало дико. Да? Россия миротворец. Россия борется за мир таким образом. И игнорировать эти нарративы мы не можем. Это с одной стороны. С другой стороны, довольно много стран спрашивают: ну хорошо, вы герои, вы молодцы, ну а что дальше? Как вы видите окончание войны? Нам надо выработать коллективное видение того, на каких условиях может закончиться война. Какое будущее? Что справедливо, что несправедливо. И это на самом деле чрезвычайно важный инструмент по привлечению не только наших партнеров в Европе, там, в Азии и в Соединенных Штатах, да, имею в виду там Японию, например, да, которая и так, Япония в последнее время довольно сильно активизировалась, много помогает, но и вот эту группу стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые либо колеблются, либо занимают нейтральную позицию, но голос которых важен. И Украина должна объяснить, что мы подразумеваем, потому что там же простые формулы, что надо дотримуватись, надо добиваться, соблюдать международное право, надо уважать суверенитет, территориальную целостность. Вы против этого? Нет, никто же не скажет, что он против, правильно? Но важно повторить все эти слова в контексте конкретной ситуации, а не абстрактно. И чтобы мы все зафиксировали совместное видение проблем. Я скажу, что особенно для Ближнего Востока, для Африки это будет достаточно важным. И для нас важным, и для этих регионов это очень важно, подкрепить их представление каким-то примером. Потому что достаточно много стран на самом деле будут находиться под угрозой, если российский опыт империалистический будет перенесен.
И ситуация довольно такая шаткая в мире получится. Потому надеемся, что это все пройдет. Э, Как бы мы видели, Россия пыталась играть, особенно когда ей удавалось блокировать экспорт украинского зерна. То есть когда она блокировала, получается, большие порты Большой Одессы. И это очень влияло на Африку, да, которая как бы в значительной степени зависела от украинского зерна. Если говорить о различных, скажем так, географических регионах мира, как там меняется отношение к российской агрессии, в той же Африке, в том же Ближнем Востоке? Ситуация остается также нейтральной, скорее в пользу России или меняется в пользу Украины? Если вы могли бы такой небольшой обзор краткий сделать. Да, она динамичная. Можно сказать, что в начале агрессии у нас было довольно мало шансов. И настроения были преимущественно пророссийские. Эти регионы мира видели картину через российскую оптику. Для них это было не нападение России на Украину, а война, а защита России от Соединенных Штатов. Для многих на Арабской улице, в Африке и в Латинской Америке. Для многих Россия ассоциируется с символом борьбы с империализмом. Империалистическая Россия там представляется в совершенно другом образе. Такое, как правопреемница Советского Союза, ну, как бы историческая такая, да? Да. Вот. Однако за эти больше чем 2 года удалось достаточно много сделать. И с помощью наших партнеров, и Украина самостоятельно. И сейчас мои там друзья и коллеги из Украинского института, которые работают, это государственный институт, который пропагандирует Украину за границей. И там довольно много работы сейчас и в Азии, и в Африке, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И очень активно наши эксперты, экспертки, потому что мужчины меньше выезжают. Да, у нас теперь в народной дипломатии женское лицо ездят на конференцию. Гораздо очень выросла экспертиза в Украине. У нас взрыв, просто на самом деле взрыв страноведческой экспертизы. Как по отдельным странам, так и по регионам в целом. Начали проводиться исследования общественного мнения, мониторинги средств массовой информации. Вот недавно буквально один из таких я читал. Очень качественная работа по анализу ситуации на Ближнем Востоке. Вот. И это теперь все делается украинскими исследователями. Очень выросло количество контактов на официальном уровне. Открываются новые посольства, визиты. Активность украинская очень выросла. Плюс несколько ведущих средств массовой информации, та же Аль-Джазира, завела довольно большую группу, которая ездит на фронт, которая снимает. Аль-Арабия старается не отставать, как основной конкурент. Да? Вот. Теперь уже конкуренция за украинский информационный продукт есть. И это все, конечно, не переломало ситуацию окончательно, но мы наблюдаем реальные сдвиги в общественном мнении во многих регионах, где раньше Украина не была присутствовала. Не была никак представлена, да? Представлена, да. А вот, скажем, вот этот конфликт сейчас на Ближнем Востоке, да, арабо-израильский, который после октября прошлого года вошел в новую фазу, да, нападения Хамаса, и буквально недавно прямая атака Ирана на Израиль, да, это как-то влияет на позицию, скажем так, тех же арабских стран, Персидского залива, на Россию, или позицию России, или политику России, вообще в мире в целом, в регионе, и в частности на агрессию России против Украины? Парадоксальным образом, кстати, влияет. Особенно вот после удара Ирана попытки удара по территории Израиля. Это показало, что Иран опасен,
И он как бы декларирует сейчас абсолютно дружеские отношения с Саудовской Аравией. Однако, именно после этого удара активизировались усилия в Саудовской Аравии по институциональному обеспечению безопасности страны с помощью Соединенных Штатов. И на сегодняшний момент стоит вопрос о том, что будет заключено практически военный пакт, законодательно закрепленные гарантии безопасности Саудовской Аравии. И понятно, что они против Ирана. С одной стороны, Россия укрепила свои позиции на арабской улице, потому что они очень однозначно артикулировали пропалестинскую позицию. С другой стороны, они выступают союзниками Ирана, который всеми арабскими странами, кроме Сирии, частично Ливана и Ирака, и то с Ираком я бы поспорил, всеми остальными Иран воспринимается как угроза, а не как партнер, не как друг, не как сосед, не как единоверец. И в этой ситуации Россия как бы в общественном мнении выросла, но истеблишмент, политический истеблишмент, те, кто принимает решения, они все очень четко поняли, что надо искать союзников, надо определяться и надо смотреть в сторону Штатов для того, чтобы не оказаться в ситуации Украины. Но теперь уже с угрозой от Ирана и ее союзниц, иранской союзницы России. И именно потому оказывает влияние, взаимное влияние оказывает как российско-украинская война на Ближний Восток, так и Ближний Восток на украинско-российскую войну. И, наверное, последний вопрос. Когда президент Зеленский говорил, что мировое сообщество может повлиять на Россию и принудить ее к миру, что он имел в виду? Очевидно, он имел в виду солидарность всех стран, а не только группы друзей Украины, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что производство тех же ракет, вот Искандер, который ударил по Одессе, там же вся электроника не российская. Россия не производит тех типов чипов, которые там используются. Солидарность будет заключаться в том, что мы все прилагаем совместные усилия для того, чтобы этот черный и серый экспорт в Россию не шел. И ракеты не летели на детей и на мирных граждан, на детей и стариков в украинских городах. Хотя бы это. Господин Данилов, я благодарю, что нашли время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.